Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сезон эсэхов продолжается, проводятся различные масштабные международные мероприятия, о которых мы как раз-таки сегодня и поговорим. Также покажу видеопоздравления якутянам, отправленные со всех концов мира. В этих видеообращениях представители разных стран, разных национальностей славят Якутию. Давайте начнем. Буквально час назад стартовал первый соревновательный день чемпионата мира по масс-рестлингу в Якутске. Более 60 спортсменов выступят в схватке. Общее количество участников – 138 атлетов из 39 стран мира. Таким образом, сегодня на помост выйдут более 60 борцов в 5 весовых категориях среди мужчин и 3 среди женщин. По такому поводу, а также в честь национального праздника эсэх, спортсмены со всего мира запустили видеопоздравление и опубликовали его в соцсетях. На видео представители разных стран и национальностей поднимают кумыс, поздравляют якутян, желая процветания, благословения, многие на якутском языке. А в конце обращения все восклицают «Уруй Айхал», что означает «Славься, Родина, славься, народ Саха». For peace and prosperity to the brotherly and friendly people of Yakutsk. Urui Aikhal. Urui Aikhal. Urui Aikhal. 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 Mabuhay po kayong lahat. Saha, Shine, Bali, Biruge, Urui Aikhal. Urui Aikhal. Urui Aikhal. 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 Hello, people of Yakutsk. There are athletes of mass wrestling from Madagascar. Urui Aikhal. Urui Aikhal. Urui Aikhal. 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 Процветания благополучия народу Сахасу. Уруй Айхал, Уруй Туску. Congratulate you, so Oiroi Aiho. Sakasira. Urui Aikhal. Urui Aikhal. Urui Aikhal. Bari Birden. Happy holidays to Yakutia. Rui to school. Be strong, be safe. Uruy Aikhal, Yakutia. Urui Aikhal. Urui Aikhal. Urui Aikhal. 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 Stay strong, stay together. Urui Akain. See you. Берегите себя. Урui Айхал. Уруй Aikhal. Уруй Aikhal. Уруй Aikhal. 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 Урui Айхал. Урui Айхал. Yakut. Urui Aikhal. Fighting straight. Again, congratulations. Stay strong. Urui Aikhal. Народу Республики Саха-Якутия. Урui Айхал. Урui Айхал. Урui Айхал. 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 Un fuerte abrazo y Aiho, Uru, Aiho, Uru, Aiho, 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 Aiho. Patrocin cá. It's already beautiful. Thank you. Urui Aikhal. Enviando energias positivas de irmãos para todo o povo da República de Santa. Very big, Sakasiri. Urui Aikhal. Urui Aikhal. Urui Aikhal. 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 Urui Aikhal. Generation, Mr. Akimo, and to all the good people. Hooray, a cow. Hooray, a cow. Hooray, a cow. A cow. A cow. Миллионники, Оптон, Hindu Саха, народ들과 Федерация масс-рестлинг Монголиятын эсэх правильно итистен ödüldelibin. Уруй Айхал. Уруй Айхал. Уруй Айхал. Айхал. Известный варганист Ильдар Гимадиев удивил якутян своей очень интересной игрой на хамусе. Звуки хамуса в сочетании с электронной музыкой и живой игрой – это тройное комбо. В Якутии обнаружили необычную березу. Вы только посмотрите, какая она пушистая. Дерево напомнило якутянам священное дерево Аллукмас.
Радуга на местности Тугехтей в Верхневилюйске, где проходил Исех Олонхо, так красиво обрамляет священное дерево Ал-Лукмас. В этом году в Верхневилюйске презентовали новый Ал-Лукмас. Это главный символ национального праздника Саха. Якутский праздник Исех отметили в 7 наслегах Хангалахского района. Наш корреспондент Виолетта Засимова побывала в одном из таких праздников. Давайте в следующем материале узнаем подробнее. Исех Маджигарского второго наслега с 2006 года проводится практически в черте села Улаханан. Нынче, по словам местных, людей на праздник пришло достаточно много. Сказался двухгодичный перерыв из-за пандемии. Многие успели соскучиться по любимому летнему празднику. Одним из почетных иногородних гостей стал Леонид Григорьев, внук Спиридона Григорьева, уроженца села Улаханан, который из неграмотного деревенского мальчика смог стать первым профессиональным режиссером якутского драмтеатра. Его именем в Улаханане названы Центр культуры и одна из улиц села. Где-то, наверное, с 2015 года вдруг пришло такое сознание и желание посетить те места, откуда мои корни, будем говорить. И я стал сюда регулярно приезжать, в том числе и на праздник Исех, и так, и охота, рыбалки. Какой же Исех без спортивных состязаний? В этом году для жителей и гостей наслега провели 2 турнира по национальному многоборью среди детей и для взрослых. На детских соревнованиях главной болельщицей была старожил наслега Наталья Тимофеева. Сегодня у нас самый младший внук участвует. Пришли за него болеть? Да, все пришли. И родители, и вот бабушка. Все за него. Он совсем маленький, первоклассник. Взрослый турнир по якутскому многоборью организовали нынче впервые, и назывался он «Бертебатур». Мужчины и юноши старше 18 лет должны были показать свое мастерство в борьбе хапсагай, перетягивании палки и поднятии камня. Абсолютным победителем турнира «Бертебатур» стал Николай Латышев. Также для жителей наслега провели лотерею, главным призом которой был морозильный ларь. Продали более 300 билетов, выручили около 80 тысяч рублей, которые направят на реализацию проекта «Отсыпка дорог к летникам» в рамках программы поддержки местных инициатив. Когда должна начаться работа? Вот со следующей в июле уже должны работу начинать. А завершить? Завершить, где-то планируем в августе. По примерным подсчетам, на Исехе Маджигарского второго наслега побывали около 500 жителей и гостей наслега. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангалахский улус. Главный хореограф здесь с такой надписью. Снова распространилось видео танцующего мальчика. Помните маленького танцора, который растопил сердца якутян? Он снова восхитил и умилил всех и вся. 5-летний танцор Данил Ударин с Хангалахского района станцевал вместе с коллективным ансамблем. Вы только посмотрите, как он точно повторяет движение. Если старость, то только такая восхищается пользователи социальных сетей. Посмотрите, как легко кружится пара в танце. Удивительная Якутия. Давайте насладимся панорамой из Тампонского района. Белоснежный олененок, как из Момского района, сейчас большая редкость. Снежная шерсть, копыта, нос и черные, как угольки, глаза. В дикой природе таких животных практически не осталось. Согласно легенде, белый олень символизирует красоту, чистоту, лечит от болезней.
А вот Чурапчинский район тем временем посетили участники всероссийской экспедиции. Ученые из Северного отделения Российской академии наук под руководством Российского экологического общества, которое создано несколько лет назад и в данное время действует практически во всех регионах страны в целях просвещения экологического образования. Участники экспедиции обсудили проблемы мерзлотоведения, а также рассмотрели пользу климатических изменений природы в аспекте сельского хозяйства. Отмечу, что Чурапчинский район – один из проблемных участков Якутии, так как рельеф земной поверхности деформируется вследствие многолетней мерзлоты. Наша цель – донести вот то, что происходит в регионах, до широкой экологической общественности России. И мы надеемся, что вот это широкое информирование и специалистов, и населения придет к тому, что возникнет обмен опытом между решениями климатических проблем в разных регионах, и что федеральный уровень власти как-то больше будет уделять внимание региональным климатическим проблемам. Вот основная цель нашей экспедиции. В рамках этого же мероприятия в Чурапче на круглом столе обсудили деградацию и вечной мерзлоты. Выслушав все доклады и выступления, обстоятельно обсудили проблему деградации и вечной мерзлоты в условиях Центральной Якутии на примере заречных улусов, в частности, Чурапчинского и Мегино-Кангалавского. Особое внимание обратили на лесные пожары последних лет. Если жаркое лето и продолжительные засушливые периоды продолжатся в таком же темпе, то могут принять угрожающий характер для сельхоздеятельности, отметили все участники. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в 11 и 17 часов в эфире телеканала Якутия-24. Всем отличного дня и хорошего настроения.